И, наконец, последнее, я хотел бы сказать о роли поколения 20-х. Вот Фридрих Энгельс, соратник Маркса, сказал, что история человечества – это и есть история смены поколений. И действительно вот на памяти у старшего поколения 60-х, помните? Вот вчера я встречался в Олджас-ага, говорю: Олджас-ага, вы были одним из лидеров шестидесятников, его друзья Вознесенский в России, какие Евтушенко, наш великий писатель Чингиз Айтматов, а ученых тогда Королев покорял космос. То есть это великое созидательное поколение было шестидесятников. Поднялось такая масса. Вот, созидательно, покорили космос, атомную энергию, лазерную и так далее. Мир процветал в 60-е, 70-е годы. Оказалось, вот мы мечтали, что коммунизм когда-то придет, а оказывается, он уже остался в истории. Вот, что интересно, потом пришло поколение 90-х, к которому вот я отношусь, и более молодое поколение. Вы знаете, социологи, ученые-социологи, выдающиеся мира, говорят, что все-таки поколение 90-х было более разрушительным, чем созидателем. И действительно, посмотрите, много стран в руинах, Ирак, Ливия, Афганистан, столько было войн, а не было никаких открытий, не появилось Эйнштейна. Вот не появилось великих поэтов, писателей среди поколения 90-х, действительно, если посмотреть реально. А вот сейчас идет поколение 20-х. Вот оно, вы в этом зале, молодежь, студенчество Казахстана, будущее, надежда Казахстана. Вот вы, поколение 20-х, вы придете к рулю управления буквально вот через 5-10 лет, к началу 30-х, к концу 20-х годов. И вот выдающиеся социологи, в частности, российский выдающийся ученый Яковец, написал такую большую книгу, в котором обосновывает, что поколение 20-х будет похоже на поколение 60-х годов. То есть будет среди них больше созидателей. Вот это поколение даст очень талантливых, выдающихся лидеров, ну и политические лидеры. Помните, 60-е политические лидеры были выдающиеся на Западе. Посмотрите, и политические лидеры все мелкие стали. В 60-е во Франции был де Голль, в Германии был Аденауэр, а какой был президент Соединенных Штатов Америки, выдающийся, молодой, Кеннеди, которого застрелили. Вот, во всем мире были сильные лидеры, а потом ведь стали очень мелкие. Вот считают, что появятся такие лидеры. Сегодня же и кризис глобального управления. В мире хаос. Запад, пока лидирующий, уже не справляется с управлением. Восток поднимается, но он еще не набрал тот вес, который позволял бы принять лидерство. Но Китай стремится уже к этому за счет. Вот. И поэтому вот я хочу пожелать поколению 20-х, тем более, что совсем недавно на референдуме народ Казахстана поставил высокую цель строить новый, процветающий, инклюзивный, справедливый Казахстан, новое казахстанское общество. Вот они, строители этого нового общества. Поэтому я хочу пожелать в заключение поколению 20-х, чтобы они получили самое лучшее образование. Порекомендую и дойти, не останавливаться на бакалавриате. Этого будет мало уже сегодня. Не останавливаться на магистратуре. Этого будет мало уже через несколько лет. А идти выше, обязательно дойти, получить докторскую степень, вот, и образование в STEM областях, и тогда вы будете хозяином той новой
рабочей силой цифровой экономики, которую мы называем симбиоз, человек плюс интеллектуальная машина, и вы будете созидать процветающую страну и сами построите себе хорошее, благополучное, замечательное благополучие. Я пожелаю, чтобы это в отношении вас сбылось. Спасибо огромное.